У нас сегодня приглашенный... Замена в основном составе. Ну, нет, не замена, приглашенный эксперт из агентства гуманитарных технологий Оксана Шелест. И вот эта тема экрана и медиа, ну, это, в общем, ее тема, наиболее близкая ей, поэтому лучше она ее сделает какие-то вводные, а дальше мы ее обсудим. Но, вот, наверное, предваряя, я еще должна сказать, собственно, ну, как бы, почему мы эту тему берем. И вот мы с Андреем, наверное, еще не говорили про это, мы говорили про то, что вот в рамках там, культурной политики как программы и как теории есть вот это направление, которое описывается, вот, если вы помните, 3 процессами: десоветизации, белорусизации и европеизации. И есть еще одна триада, которая задает инструментальную, ну или, скажем, такую практическую направленность, то есть то, через что это осуществляется. И это такая триада, ну, такая марксистско-ленинская, ну и вся должна пониматься в кавычках. Это университет, партия, газета. Все эти 3 названия должны пониматься в кавычках в том смысле, что университет – это место работы с нормами, критики, переосмысления и так далее. Да? То есть это вот то, что находится в состоянии, то, что обеспечивает, собственно, мыслительный аппарат для тех же изменений или для трансляции. И мы его так понимаем, и мы еще про университет поговорим, наверное, в следующий раз. Партия – это не в смысле политическая партия, хотя тоже может быть, но это скорее то, что общественные силы, любые способы соорганизации общественных сил, которые реализуют те или иные нормы. И в зависимости от исторического периода, мы можем говорить про актуальность тех или иных общественных сил. Вот, в прошлый раз Андрей говорил немного про гражданское общество, то есть по большому счету это разные формы организованности гражданского общества. То есть вот если мы там посмотрим на историю политических изменений, то в одни периоды мы видим, что это партии, например, да, являются движущей силой. Где-то это движение в определенные периоды. Ну вот, например, там, когда начиналась не пост, а еще советская, в переход в постсоветскую, да, эпоху, то как бы движущей силой не могли быть партии, поскольку партийных структур не было, но были массовые движения, например. Это такие формы, да. Есть там гражданское общество по-разному структурировано и так далее. То есть это вот, то, как должно быть организовано. И третье, собственно, о чем мы сегодня будем говорить, это газета. Опять же, имея в виду, что это те средства, которые позволяют транслировать работу с нормами, сами нормы и, в конце концов, обеспечивают коллективное, некое коллективное знание, поскольку, в общем, люди действуют на основании того, что они знают и понимают. Да? И в зависимости от того, что мы знаем и понимаем, мы принимаем решения. И современный мир, собственно, и не современный тоже, но современный мир наиболее оснащен вот этими средствами, которые организуют наши знания и понимание. Поэтому вот этот элемент экрана, газеты, медиа, их можно там по-разному называть, он является важной частью, когда мы думаем про изменения и про деятельность относительно, и практику изменений, мы не можем понимать это из своего практического, исследовательского, теоретического, интеллектуального интереса. То, как работают средства трансляции, ретрансляции, и организации некого коллективного мнения. Вот я, наверное, на этом закончу. Передам слово Оксане. Спасибо, Татьяна. Добрый всем вечер. Я думала, как построить сегодняшнюю нашу, свою часть, то есть разговор. И она будет построена таким в логике псевдогенетической реконструкции, то есть в попытке рассказать некоторую историю того, как с этой темой экран, медиа, газета мы работали в рамках программы культурной политики, начиная с 94-97 года, наверное, там, где я обнаружила корни этого всего. И рассказывая эту историю, я попытаюсь сделать так, чтобы кроме истории, в общем, попытаться ввести и объяснить основные концепты
и проблемы, с которыми мы сталкиваемся, и которые в том числе требуют решения сейчас, то есть те, которые стоят на повестке дня. Понятие экрана, я начну с понятия экрана, то есть это наша такая фишечка, которой мы пользуемся, появляется в первый раз в работе Владимира Мацкевича «Политика, следствие и цель». Это работа 1997 года. Хотя в СНГшных студиях она обсуждалась там как-то и раньше, но тем не менее. И это такой, знаете, маленький кусочек текста, абсолютно, но очень важный. И там Владимир Владимирович, обсуждая политическую ситуацию на тот момент, возможность изменений, а это еще время возможности изменений, ситуация открытая, в общем, выносил такой достаточно радикальный тезис по поводу того, что в Беларуси для достойной жизни есть практически все, а всего, чего нам не хватает, это экрана. Экран интеллектуальной работы и программирования развития, имея в виду некоторое пространство, на котором можно имитировать, отражать и предъявлять, собственно, общественности программы, стратегии развития, то есть то, чего в тот момент как раз очень сильно не хватало для организации социальных изменений и для организации политической жизни в Беларуси. Это понимание про экран и про его такое очень важное место в программах трансформации, в организации любого перехода, связано с тем, что в наше время, может быть, были какие-то другие времена, но в наше время совершенно понятно, что невозможно рассчитывать на организацию сложных процессов, которые включают в себя большое количество людей, большое количество разных субъектов, без такой формы трансляции, такого формы отражения, некоторого общего места, с которого могут считываться представления, взгляды, идеи, стратегии, предложения, аргументы этих стратегий, поскольку наша коммуникация в нашем мире уже очень сильно опосредована. Мы имеем очень мало возможностей коммуницировать друг с другом, и понятно, что никакой широкий процесс не может быть организован в виде простых коммуникативных актов. Поэтому экран становится одним из таких важнейших элементов. И задачи, которые тогда Владимир Владимирович формулировал для функции, скажем так, задачи, которые должен был выполнять этот экран, это, во-первых, экспликация результатов программирования, то есть мышления по поводу развития Беларуси, это связь, обеспечение связи интеллектуальных и политических элит, то есть та задача, та проблема, которая на тот момент была очень актуальна, и расширение пространства идеального самих белорусов. То есть расширение представлений, пространства воображаемого, стандартов, образцов, мечт белорусов в 1997 году, говоря о том, что это пространство на тот момент было достаточно узеньким, в общем, задавалось стандартами советской жизни, и немножечко подсмотренного на Западе. Вот эта идея, это представление про экран интеллектуальной работы, оно было продолжено и оформлено в такую уже более прописанную и обозначенную форму только в 2007 году, хотя эта идея крутилась, но тем не менее следующий такой серьезный активный этап работы с этой темой — это 2006-2007 год, и там были два события наших, на которых эта тема развивалась. Это Мариупольская игра, одна из малых УДИ, организационно-деятельностных игр, и конференция по десоветизации, которую мы тогда проводили, потому что мы как раз тогда очень сильно работали с этой темой. И вот с Мариупольской игры группа молодых методологов, потому что она проходила без Мацкевича, без взрослых, привезли такую схему, которая получила местное название «Кубик Чернявского». Вячеслав Чернявский — это один из наших коллег, который тогда тоже активно участвовал в методологической, в том числе, работе, по-моему, руководил этой игрой, если я ничего не путаю. И там, пытаясь организовывать это пространство коллективной деятельности, они, в общем, привезли с собой такую находку, которую считали, еще важно, которая состояла в некотором усложнении и пересмотре
схемы трансляции культуры воспроизводства деятельности, с которой мы уже, наверное, работали несколько раз. Они перерисовывали ее там в разных видах, но задача, которая как бы там стояла и которую они решали, это, ну, вот, если вы помните схему про трансляцию культуры и воспроизводства деятельности, то пространство культуры там как бы недоступно для людей. То есть это что-то, что как бы существует само по себе, и нормы из которого каким-то образом организуют нашу ситуацию, нашу деятельность, нашу реальность. В ситуации трансформации, когда нам нужна смена норм, в ситуации десоветизации, когда наша задача состоит в том, чтобы советские нормы перестали действовать, а начали работать какие-то другие нормы, понятное дело, что возникает вопрос, каким образом этот переход может быть обустроен. И всякими хитрыми способами они там разбирались с тем, каким образом можно работать с нормами, ну, как-то сознательно, по-человечески, пытаясь сменить, как говорится, трансляцию норм, и вышли на такое представление, которое, ну, как это усложняет как бы, вот это пространство культуры, делая его, не делая его доступным, но тем не менее позволяя как бы, в нем работать и позволяя понимать, каким образом эта трансляция может обеспечиваться. Это были, ну, сама схема, она состояла в... Возьми черненькое, что-нибудь черненькое, да? Хорошо. Оксана, если можно, чуть громче. Черненькое взять легче. Это я понимаю, я поэтому сказала, если можно. Сама схема состояла из, ну, вот этого усложнения, как бы, введения как бы, 3 пространств, одно из которых называлось плацдармом. И это то, что вот в схеме трансляции культуры воспроизводства деятельности, ну, как бы является как бы, нашей реальностью, да? То есть той ситуации, в которой мы действуем, той ситуации, в которой мы включены. Пространство культуры они искусствили, то есть сделали его доступным как бы, для работы, какой-то работы, и попробовали разделить его на, ну, как бы, да, пространство, одно из которых было названо доской. Доской, то есть пространство мышления, пространство, в котором возможна работа с нормами, образцами, идеалами, и вообще мыслительная работа любого типа. Научное программирование, проектирование, разработка стратегии и всякого такого рода вещей. Но разбираясь с проблематикой, они поняли, что еще одним необходимым элементом, который тогда вот появлялся, является пространство экрана. Экрана как того, что, ну, вот является этим посредником, через который нормы, идеи, образцы организуют и могут трансформировать собственную ситуацию на плацдарме, то есть как бы, наша реальность. И тогда вот, в этот период актуальными темами, которые разбирались, и с которыми как бы, была простроена работа, это была вот эта тема переноса результатов мышления в организацию деятельности через экран. Это была проблематика самого экрана и того, как он трансформирует содержание, которое через него переносится, потому что, ну, как бы, если это некая самостоятельная реальность, значит, она видоизменяет, в том числе то, что через нее проходит. Да? Как бы, пропустите через любое сито как бы, или через любую плотную или неплотную среду что-нибудь, и оно изменится. И понимание про то, через, ну, какими механизмами и какими способами вот эта трансляция задания норм возможны в, ну, как бы, больших масштабах, ну, там, не знаю, реальности страны. Да? Тогда мы это обсуждались как бы, такие вопросы, как такие вещи, как такие способы ну, вот этой смены нормы трансляции норм, как, например, задание моды. Да? То есть через экран мы можем формировать моду как бы, на те или иные способы жизни, способы деятельности, и это то, что способно менять нормативную СМИ, нормативную организацию общества и как бы, нормы поведения. Это задание образцов, это экспонирование каких-то образов жизни, которые таким образом ну, как-то меняют нас и задают нам какие-то новые ориентиры, которые позволяют с этим работать. И в принципе вот это
этот кубик, эта раскладка, она с некоторым, конечно, таким упрощением, углублением, как раз соответствует этой триаде, про которую Татьяна говорила сначала, да? Уже как бы реализационной триаде, которая состоит в том, что то, что мы называем в этой триаде университетом, со всеми кавычками, со всеми оговорками, это та организованность и то, что работает в исходе, с мышлением, с концептами, с представлениями. То, что мы называем партией, то есть некой общественной силой, которая реализует эти изменения, которые способны менять ситуацию, ну, или проводить какие-то программы, это то, что работает на плацдарме, да, то есть как бы в реальности, хорошо, если в политической реальности. И то, что мы называем газетой, условно говоря, это то, что организует или является экраном, то есть является тем посредником, который переносит и способен как бы перенести и довести как бы содержание, выработанное мышление на доске, в практическую реализацию, то есть концепты и программы развития, которые разрабатываются в университете, в программу политических партий и политических субъектов, какой бы организованности, какими бы они ни были. И вот эта как бы схемка, она базовая и задает до сих пор эту необходимую и достаточную пока структуру как бы организованности в программе. Но с какого-то момента мы начали заниматься еще одним отношением, которое здесь существует, связанным с тем, что экран, выполняя вот эту функцию перенесения как бы досочного содержания, мыслительного содержания в практическую деятельность, то есть функцию трансляции как бы перевода норм, выполняет еще одну очень важную функцию – это организация самого плацдарма. На плацдарме у нас может быть много чего, и как бы социальная реальность, политическая реальность, она очень богата, в ней как бы много разного. И опять же, она не дана нам в непосредственных ощущениях и представлениях. Ту реальность, в которой мы живем, тех субъектов, которые в ней действуют, те программы, которые в ней существуют, те идеи, которые в ней транслируются, мы чаще всего, больше всего и в очень большой как бы доле тоже знаем и получаем именно через экран, то есть через медийную среду, через то, что обеспечивает нам эту видимость. И вторым фокусом интереса, то есть второй как бы, проблематикой, стало разбирательство с тем, как работает экран в отражении как бы реальности, политической реальности в первую очередь, вообще социальной реальности, которая как бы есть на плацдарме, и каким образом то, что отражается на экране, формирует эту ситуацию. То есть как она отражается здесь, вот эти два отношения, и как то, что отражается здесь, организует эту ситуацию. То есть вот такие два немного разных там фокуса и ракурса, в которых эта тема разбирается. И вот, наверное, в этой псевдогенетической реконструкции следующий этап работы, который можно выделить, это, наверное, порядка 2012 и, я бы сказала, до сегодняшнего дня год, в котором развиваются, или мы развивали как бы две параллельные линии работы. У нас как бы есть два параллельных блока наработок и понимания. Первая тема, которая связана с этим пониманием экрана как медиа. То есть поняв таким образом, что для того, чтобы каким-то образом организовать ситуацию в нашей социальной реальности, в реальности Беларуси, нам нужно добиться адекватного представления этой ситуации на экране, потому что только как бы через экран мы имеем доступ к общественному мнению, мы имеем доступ к формированию авторитетов, то есть ко всему тому, что нужно для того, чтобы наша условная партия начинала иметь вес, могла вообще претендовать на какого-то рода изменения. Мы стали разбираться с медийной средой, то есть со СМИ. Сначала со СМИ, потом с медиа, потому что в какое-то время говорить СМИ стало уже неприличным.
Но тем не менее, со средствами массовой информации и коммуникации, которые существуют и конкретно существуют в Беларуси. Был ряд исследований проведен, иногда, наших собственных, иногда скорее по запросу и по заказу общественных субъектов, которые работают в Республике Беларусь, которые тоже были озабочены вот этой темой работы с экраном. И по вот результатам этой работы и наших собственных попыток, и рефлексии наших собственных действий, того, что мы видели, мы поняли несколько таких очень важных вещей про устройство, собственно, белорусской медийной среды. Связаны они вот с чем. Рассматривая белорусские медиа, первое, с чем мы пытались разбираться, это, собственно, с возможностью их влияния на ситуацию на трансформации и работали с двумя остановками. То есть, в принципе, СМИ это сфера. Это профессия, журналистика, это целая система, не знаю, разного рода электронных и неэлектронных средств, которые наполнены совершенно разным контекстом. И базовое, две полярные установки, которые организуют работу средств массовой информации, два полюса, потому что установки у всех разные, они формируются так. Средства массовой информации отражают реальность, то есть объективно отражают реальность так, как она есть на самом деле, и функция их состоит в отражении этой реальности. Либо вторая полярная установка, средства массовой информации конструируют реальность. Представление о том, что медиа is a message, про то, что средства массовой информации на самом деле формируют общественное мнение, рисуют мир, что тот, кто владеет медиа, тот владеет миром, они уже не новы. Но сами журналисты, сами медийщики, то есть сами те субъекты, которые действуют в этом поле, которые организуют и удерживают этот экран, они руководствуются в своих представлениях, их представление, вернее, расположено на такой линии, от представления о том, что СМИ – это отражение реальности, до представления о том, что СМИ – это конструирование мира. И разбираясь с тем, что происходит в белорусском медиапространстве, в общем, эмпирическим путем, то есть через исследование, через понимание, понимаем, что на сегодняшний день большинство белорусских медиа придерживаются установки на то, что они отражают реальность, объективно. И с другой стороны, поскольку нашим ресурсом, тем, на что мы обращаем внимание, является скорее сектором независимых СМИ, да, в принципе, и все СМИ, как правило, в том числе транслируют установку общественной значимости. То есть то, что организует их деятельность, это объективность и общественная значимость текста. И разбираясь с этим, мы поняли, что в этой ситуации мы попадаем в такую ловушку ориентации на удовлетворение интересов читателей. Потому что если с представлением объективности все более или менее просто, в смысле, как не предвзято представить информацию, как правильно написать существующие точки зрения, отразить их, это, в общем, проблемный вопрос журналистской компетенции, то с общественной значимостью встает вопрос, и с объективностью в этом месте встает вопрос формирования повестки. Когда вы выбираете или отбираете в реальности то, что должно быть отражено на экране, вы не можете быть объективным. Говорим всегда нашим журналистам, с чем они никогда не согласны, но тем не менее это факт. И белорусские СМИ в большинстве своем попадают в эту ловушку ориентации на удовлетворение интересов читателей, принимая логику большинства за легитимирующую эту общественную значимость. А в теории средств массовой информации и в всех исследованиях, которые есть по этому поводу, давно известно, что чем сложнее, чем новее, чем абстрактнее темы, которые вы затрагиваете, тем меньшее количество людей, изначально, по крайней мере, поначалу готовы их читать и воспринимать. И через это противоречие общественной значимости и ориентации на количество читателей, белорусская медиасреда формируется и трансформируется в следующих направлениях.
То есть разные медиа как бы уподобляются по содержанию. То есть мы наблюдаем в последние годы такое уравнивание, уподобление содержания различных медиаресурсов, которые ориентируются как бы на одни и те же темы. Это укрупнение медиа и через это усреднение самого содержания. И через вот эти процессы проникнуть новым темам, инновационным вопросам, новым предложениям в эту медиасреду становится практически невозможно, потому что они как-то изначально не будут иметь популярность. А логика работы СМИ состоит сейчас, в большинстве своем, состоит в этой массовости, в охватах, в распространении через социальные сети, значит, количество лайков, то есть это является вот этим критерием. И эти парадоксы с необходимостью отражения на экране как бы новых, трансформирующих новых тем, и вот этой логикой СМИ, это как бы один из элементов понимания про то, как устроен экран в Беларуси, который ставит уже перед теми, кто пытается каким-то образом работать в этой среде, как бы новые задачи. То есть, во-первых, задачи по разработке таких медиастратегий, как бы собственного продвижения, которые не будут рассчитывать и ориентироваться просто на то, что общественно значимые темы попадут на экран. Потому что сам экран сейчас устроен так, экран белорусского СМИ, что он не пропускает такого рода темы. Это значит, что для того, чтобы они туда попали, нужны значительные дополнительные усилия. Ну и второй как бы вариант действий, вариант движения в этом месте – это создание собственных ресурсов и продвижение честной установки на конструирование реальности. Вот таких ресурсов в Беларуси, медийных ресурсов, которые, честно в смысле осмысленно и критически к этому относясь, придерживаются этой установки, понимая, что, будучи экраном, будучи средством массовой информации, они несут и формируют повестку, которая задает ситуацию в этой стране. Их очень мало. Вот у нас есть белорусский журнал, как бы наше любимое, в некотором смысле детище, в некотором смысле как бы партнер. Партия тоже имеет свой... Хартия в этом смысле имеет свой конструирующий эффект, но если вы спросите Хартию, в чем разница в этом смысле, да? Разница в отношении... Хартия скажет, что они все правду отражают? Конечно. Разница в отношении и разница почему я говорю это, осмысленности и искренности, в этом смысле честности установки. Потому что если вы спросите Андрея Александрова, который делает белорусский журнал, он вам честно признается, что повестку своего журнала и подходы и представления о том, как и что писать, он берет из своих этических, нормативных представлений про то, как обстоят дела в Беларуси и что Беларуси нужно. То есть какого рода контент, какого рода проблемы в Беларуси сейчас должны подниматься. Вот он говорит, я так и говорю. И поэтому именно таким образом я свою редакционную политику строю. И дальше вы с Андреем Александровым можете обсуждать, почему именно эти проблемы он считает важными, почему именно эти нормы он считает нужными. Вы можете с ним это обсуждать, вы можете с ним поспорить, он или где-то может свое мнение изменить и согласиться. Потому что он не претендует на объективность. Он претендует на конструирование реальности. А если вы поговорите с хартийцами или с кем угодно, потому что на самом деле все делают так, потому что невозможна никакая объективность в этом месте, полная вот это. Если вы поговорите с любым другим редактором, не с любым, но с большинством редакторов белорусских СМИ, как мы это делали, то вы услышите совершенно другую историю. Про то, что повестка таковая, мы пишем про эти темы, потому что они являются важными для Беларуси. Откуда вы знаете, что они являются важными для Беларуси? Потому что они общественно значимы. Почему они общественно значимы? Потому что много читателей их читает. Вот, собственно, замкнутый круг. Ну, и к этому надо добавить, что очень часто сами представления о том, что интересно читателям, они даже, не только на статистике просмотров основаны, но и, собственно, самих представлениях редакторов и журналистов про то, что же интересно читателям. То есть иногда это просто образ белорусского читателя, который присутствует в их воображении, каким-то образом сформирован, и они ориентируются на него. И в этом смысле ни критика, ни обсуждение, ни дискуссия по этому поводу становится невозможным, потому что определяция большинство, а что спорить с большинством, это, в общем, совершенно безнадежное дело. Ну и вот это противоречие между удовлетворением спроса
на информацию, на тематику, как бы на проблематику и формированием спроса, то, что требуется в ситуации изменений, если мы хотим этих изменений, то нам нужно формировать спрос на какие-то вещи, расширять пространство идеального, о котором я говорила в начале. Это то, что с большим трудом пробивается через устройство как бы нашего экрана, в смысле его устройства его держателей, то есть самих как бы смишников, да, то есть самих тех, кто занимается этой работой. И это одна тема, как бы, и одна сторона проблемы, которая задает сейчас напряженность с темой экрана. Вторая сторона темы, вторая сторона проблемы связана с другой реальностью, с политической реальностью, в смысле с другими субъектами, как бы, и с другими раскладками. И, может быть, может, вот чтобы мы сейчас на скорость не проскочили, если есть к этому какие-то, не знаю, вопросы, возражения, понимания, потому что Оксана быстро... Партия и газета может влиять на университет каким-то образом? Либо это только доска определяет экран, и экран определяет плацдарм? То есть социальная реальность может влиять на университет, на те идеи, которые и в том числе экран, то есть может влиять на университет. И какое это влияние? Эти пространства связаны все три, и, естественно, как бы обратная связь это тоже есть. Я, правда, вот сейчас с трудом понимаю через экран ли, но дело в том, что если мы говорим, наш университет, наше представление о мышлении, оно связано с тем, что мышление это как бы не парение над водами там, темными еще чем-нибудь, а в общем работа с реальными проблемами, которые не имеют решения именно в нынешнем мире. Соответственно, как бы социальная реальность, то есть то, что там названо плацдармом, это поставщик проблем, поставщик материала и поставщик практических задач, которые требуют мышления, размышления, решения и новых как бы ответов. В этом смысле, конечно, как бы эта связь, она органичная, как бы. Я как раз вот на этом типа вопроса остановилась, потому что тут вот эти все отношения, они, в общем, достаточно странные. Я бы сказала про то, что ты говоришь, что вот эта связь, да, то есть сюда, это рефлексия. Грубо говоря, как бы эти люди, включенные во всякие там процессы и так далее, они могут выходить из рефлексии в разных формах. Там, научную, там еще какую-то, и в этом смысле работать там над критикой, то, что мы говорили, критикой норм, разработкой новых идей там, и так далее. Да? И в этом смысле тут понятен этот процесс переноса, по крайней мере, вот там рефлексивный, понимательный, аналитический, вот это как бы сюда так попадает. Да? И, наверное, сам экран тоже может становиться источником, то, как он устроен, да? Источником рефлексивного отношения. А вот как переносится отсюда сюда, это как бы одна из тоже больших проблем. Ведь как бы смысл вот этого переноса, он состоит в том, что как бы, если мы говорим о приближенном к демократическому процессе, да, то есть там в процессе политическом, общественном, да, в котором участвуют разные субъекты, то они каким-то образом должны принимать решения, черпать что-то, и вот там как бы что-то новое из этого самого. И они его считывают. Вот у Оксаны тут вообще это красиво получилось, что как бы про то, кто рядом со мной, я узнаю не потому, из телевизора, а из телевизора. И надо сказать, что если это не 100% так, то во многом это так и есть. Только как бы осмысленное, рефлексивное, аналитическое отношение с тем, с кем ты сталкиваешься в реальном пространстве, только специально осмысленное, дает тебе некую информацию, как это, поза этим экраном. Да? А так, по большому счету, мы в общем, общаемся как субъекты. Не как люди, а как субъекты через, опосредованно через всякие экранные представления, имея в виду, что экран это не только телевизор. И не только газеты, а это там, книги, символическое пространство, образы, в общем, все на свете. Да? То есть это вот все, через что транслируется культура, в смысле там нормы, идеи, образцы и так далее. И как бы мы двигаемся опосредованно. И вот
Ну, одна из этих главных проблем преобразований, про которые, ну, может, не главных, ладно, одна из проблем преобразований состояла в том, что мы-то умные, обсуждаем, понимаем, разбираем тонкости первого, второго хозрасчета, формы там, движения, там, ну, как бы тонкости разных политических систем и еще чего-то, а решение принимает, ну, по итогу народ, ну, или там общество, да, Ну, или и политика, объяснить да. ему все, ну, как это, всю глубину нашего понимания невозможно. То есть, вот, ну, как бы напрямую, вот отсюда сюда, так не работает, по крайней мере, в момент изменений, да, потому что, например, университеты или там, ну, системы образования, они дальше транслируют. Ну, вот если мы выходим в какую-то более-менее устойчивую систему, то они, ну, определенные знания транслируют через образовательные структуры, и это, ну, как бы, и через экраны, и через структуры. А вот в момент изменений это как бы одна из таких, ну, сложнейших проблем, да, когда ответственные решения о стратегиях там, и так далее должны принимать субъекты, а ну, как это, знания и понимания у них особенно нет. И вот, ну, то, как мне кажется, на что Оксана там обращала внимание, что это, ну, как бы, этот экран, он не, как это, не техническое приспособление. Ну, в смысле, это не то, что мы вот это тут подумали, Паскевича в телевизор вставили, ну, или там, не знаю, еще кого-нибудь, он все рассказал, и все нормально. Это как бы система деятельности, да, которая, ну, вот, вопрос этой передачи сигнала и ну, имеющая свою структуру. И преобразующее, ну или должное преобразовывать то, что на нее передается. В общем, по большому счету, вот эти технологии продвижения, да, вот этого мыслительного, там, интеллектуального слежения, они, ну, в общем, не очень сильно разработаны, я бы сказала, да, вот, и с ними там, ну, много всяких вопросов, начиная от, ну, как бы есть технологии просвещенческие, ну, когда вот переводится такое сложное содержание в просвещенческие формы, там, ну, не знаю, мультики, там, популярные лекции и так далее, там, да, но это уже как бы какие-то готовые сгустки, которые, ну, вот вам передают, там, и это самое. Или, ну, какие-то другие формы, ну, как бы, когда нам нужно отсюда сюда передать не ответы, а вопросы, например. Ну, вот, я еще займу немножко времени, про смертную казнь. Вот, общественное мнение в Беларуси, даже если честно все посчитать, и сейчас вот спросить, скорее всего, будет на стороне смертной казни. Ну и как бы нормальная власть как бы апеллирует к тому, что ну, вот, ну, народ так решил. Но проблема состоит в том, что как бы, народ эту проблему не обсуждал. Ну, то есть для того, чтобы принимать ну, вот, сложные решения, особенно там, в сфере там, морали, этики, ну вот каких-то этих самых, нужно не просто там узнать два мнения. Да? Вот мне сегодня рассказали, можно так, привели там по два аргумента, а нужен процесс, да? Ну, какой-то там общественный процесс, обсуждение и ну, как это, пережевывание. Да? Для того, чтобы ну, там, проводить референдум по смертной казни, нужно там, не знаю, лет 5, например, чтобы общество это обсуждало. И тогда на экране могут появляться не только ответы там, за и против, да, с страшными картинками с двух сторон, а, например, там, вопросы. Ну, или там проблематизирующие ситуации. Ну и вот в этом смысле там, сфера искусства, она хороша, например, да, вот там всякие театр, кино, да, которое там, ну, создает ситуацию, ну, как напряжение, сопереживание и так далее. И поэтому, ну вот, вот этот вот, я даже не знаю, как его назвать, этот переход, да, этот перенос, потому что, в общем, он, ну, как бы однозначно не технологизирован никак. И, собственно, всякий раз представляет собой проблему. И, ну, на сегодняшний день, насколько я могу себе представить, единственным ну, как гарантом этого переноса являются деятели, ну, скажем, этого экрана и их ну, там, некое представление или там, практика или позиция по отношению к тому, что переносить, нужно ли сюда переносить и так далее. Вот когда-то это, наверное, называлось позиция интерлокера, да? А? Интерлокер, помнишь, была у нас такая? Интерлокер, да. Шутка.
ну, в смысле, специальное наименование как бы для специального места, как бы специальной функции, которая может обеспечить перевод ну, вот этого досочного содержания в транслируемую форму, да, то есть те формы, которые будут как это, будить те процессы как бы на плацдарме, как бы, или там, в общественном сознании или в общественном мнении, которые должны быть запущены. Вот. Ну и да, эти процессы ты тоже немного обозначила, и в общем, на сегодняшний день они, наверное, вот эти замыкающие, да, ну то есть про то, что мы видим себя исключительно через себя и другого через экран, и как бы это вот, ну, как говорится, самая плохая ситуация, это вот этот круг, замкнутый круг этого самого. Мы сами себя отражаем, сами себе, ну как бы, говорим, что мы такие и есть, и как бы и туда, в общем, не вмешивается ничего с левого бока. Да. И еще какие-то вопросы? Можна ще раз сюди говорити про обміркування громадства в усякому виглядають. Наприклад, смертне покарання, як би виглядало це обміркування менавіта громадства? Я, коли казала обмеркование, это не значит, что все вышли на площадь и, значит, такие 5 годов стоять и обмерковывать. Ну, просто існують вельми різні форми. Да? Ну, тут як питання ось у тим, напевно, вельми складно сказати, коли ось громадство вже готово, ну, в сенсі, готово віддавати відказ, але, ну, якби, ось я орієнтувалася на те, що треба створити у, ну, там, громадстві, у медіях, да, у, ну, певному уявленні, да, таку ситуацію, коли кожен чоловік, ну, кожен, 90%, має можливість не тільки почути, ну, там, два різних погляди, так, але і, ну, якби, вступити, ну, у некую там комунікацію з цими поглядами. І ось просто насиченість простору, да, простору комунікативної, простору медійної цієї теми, ну, певний час. Але ось, ну, знову ж таким, може, індикатором могло б бути, коли ти підходиш до чоловіка, ти його, ну, якби, запитуєшся, і він може розважати про це. Ось, ну, не просто, ну, якби, відказує, ну, я за, ну, а чого? А може порозважати. Зрозуміло, що ти так, ну, якби, не будеш там усіх запитуватися, але ось це, ну, це характеристика пропрацьованості теми. Незалежно від того, як він, ну, до якого він віка прийшов. І, а коли ця тема виникає, ну, перед самим, тим самим, тобі розказують, що ось є такий погляд, ну, звичайно, ми, якби, тягнемо ці то по традиції, ну, з чому там Білорусь, наприклад, хоче за все за, да? Тому що, ну, якби, є, ну, традиція розуміння цього питання. У тим ліку є ось ця етична система, так? Там покараності злодія, там, немилосердності, ну, в принципі, да, відсутності, ну, такого усталеваного, да, ось этого презумпции невинности, да, отсутности уявления про то, что там суд может быть устрэченным и так далее. И, ну, вот не так. Но ведь эти представления, они чаще всего, ну, как бы не рефлексивные. То есть люди, Ну, как бы, да, не отдают себе отчет, на чем именно основано их мнение, да, их, как бы, да или их нет. И вот в чем состоит, ну, там, суть и значение и незначение такого рода, ну, вот этой общественной дискуссии, как бы, широкой для принятия, как бы, осмысленных решений, оно не в том, что человек обязательно поменяет свое мнение, как бы, изменит свой ответ. Возможно, он оставится, как бы, на тех же позициях. Вы не можете, ну, как-то насильно переменить его этическую систему, например, да, или, как бы, задать ему, как бы, совсем другие нормы, еще чего-нибудь. Смысл состоит в том, единственная задача, которую мы можем себе ставить, по крайней мере, состоит, ну, как-то признавая ценность человека и его целостности, индивидуальности, состоит в том, чтобы он отдавал себе отчет, почему он выбирает, как бы, этот вариант. А это значит, что все вот эти вот нерефлектируемые, как бы, неосознаваемые этические, традиционные, всякие такого рода, как бы, нормы, они должны быть осмысленны. И когда человек может в состоянии ответить, что да, я за смертную казнь, потому что, как бы, я думаю так, как бы, я думаю так, вот этому я не верю, как бы, это мне неприемлемо, ну, тогда приходится считаться с этим как с, ну, как это, как с мнением, да, как бы мнением, которое имеет свои основания. А пока это вот
просто не, ну, как-то не актуализированная вообще никак как бы тематика, и мы имеем просто ну, как бы какой-то придуманный ответ, и в этом смысле мнение большинства, оно становится ну, как бы только инструментом для манипуляции, и в общем... Ну да. Дальше уже ну, вот эти все, ну, собственно, экранные технологии, когда мы можем демонстрировать то, как надо себя вести в этом месте. Но вот там еще есть, ну, как бы проблема в том, что он там, конечно, нарисован таким этим красивеньким, беленьким и целостным, да, но, ну, и так само говорил про белорусские СМИ, меня тут, ну, как бы еще вот там, один момент всегда напрягает, да, что ну, на сегодняшний день экраном для белорусского общества являются ну, не только белорусские СМИ, назовем это так, да. То есть то, откуда там, считываются образы, да, понимается, считывается картина мира, понимается, ну, я не знаю, там, возможности выбора и так далее. Ну, как бы в этом месте сколько занимают белорусские СМИ, это еще вопрос. Ну, в смысле, вопрос для разных групп. Ну, мы дойдем да? еще до этого. Вот, Мы мы успеем. дойдем. Все, извини. Немножко до тех самых. Просто я хотела обозначить, если Татьяна правильно вернулась к моменту проблематизации, ну, как бы вот переноса этого как бы содержания, университетского содержания как бы в этом смысле, как бы мыслительного идейного в реальность. И вот для меня просто важно было обозначить две разные как бы, сферы проблемы, две разные как бы, сферы препятствий, с которыми мы имеем дело, когда ну, натыкаемся на невозможность этого переноса и на невозможность организации трансформации в Беларуси. Потому что как бы, все наши работы с экраном, все наши выходы на эту тему, это как бы, вот, попытка ответить на вопрос, почему в Беларуси как бы, ничего не меняется, да? Почему в Беларуси как бы, ситуация стабилизировалась и никакая политическая деятельность и никакие предлагаемые программы, ну, то есть как бы, есть, существуют как бы, предлагаемые программы и те, кто их предлагает, существует как бы, некоторый набор там, политической активности, политических движений, как бы, какой-то ресурс как бы, в политической реальности, то есть на плацдарме, и это все как бы, не способно привести к изменениям. Тогда как бы, мы начинаем думать про этот экран и начинаем как бы, понимать, что один из важнейших, как бы, вот этих, ну, как бы, один из важнейших организующих элементов у нас не работает. Мы как бы, с ним не справляемся. И вот две разные стороны проблемности того, почему не работает как бы, экран в этих переносах. Это первое, то, про что я рассказываю, про устройство, ну, там, в первую очередь, белорусских СМИ, потому что для, ну, особенно политических задач, белорусские СМИ в этом месте как бы, являются нашей первой, как бы, вот такой самой реальностью. А второе, ну, как-то второе понимание и вторая проблема, которая с этим существует, связана с тем, что Владимир Маскевич концептуально обозвал политтехнологиями третьего поколения. Это характеристика ну, как бы, политического устройства, в котором мы живем, которое тоже задает возможность и невозможность работы с экранами технологиями. Я уже сказала про третье поколение, там как бы экран становится главным организатором. Ну, всего надо рассказать про надо технологии рассказать, третьего поколения, потому что что-нибудь про первого и второго, Ну, а то есть, потом третьего. Одна из как бы, проблем, с которой мы сталкиваемся, пытаясь работать с экраном, пытаясь попадать на экран, переносить как бы, вот это содержание и организовывать через него как бы, здесь, это устройство белорусских СМИ как бы, и нашей медиапросторы, которые есть, про которые я вам рассказывала. Вторая связана с политтехнологической реальностью. Что такое политтехнологии вообще? Мы с вами живем в обществе, в государственном устройстве, имитирующем демократию. Любой демократический процесс связан, ну, организован очень просто, на самом деле, да? То есть как бы, некое общество, состоящее из людей. И кто-то из этих людей в какой-то момент, который обычно нормативно и институционально обустроен, называется, к примеру, выбор, входит в иную по отношению ко всем остальным людям позицию, говорит: я политик,
у меня есть программа по тому, как должна быть устроена наша общая жизнь в дальнейшем. В состязательном демократическом процессе существует другой человек, который точно так же выходит в подобного рода позицию, говорит: я политик, у меня есть программа, другая программа, не такая, как у того, по поводу того, как мы дальше будем жить. И программы вступают в конкуренцию между собой. Для того, чтобы вся эта система работала, программы вступают в конкуренцию между собой. Зачем? Затем, чтобы эти люди, которые составляют, собственно, общество, которое должно выбрать себе, как оно будет дальше жить, по программе 1 или по программе 2, увидела эти программы, узнала о них и в какой-то момент сделала выбор. Тот момент, который написан в календаре, обозначен по времени и на карте, как бы избирательный участок такой-то. Для того, чтобы вся эта система работала современно, в обществе есть как бы две небольшие нашивочки. Одна из них называется государство, то есть, собственно, система государственных институтов, которая удерживает и поддерживает как бы все эти институты, в том числе институты выборов, как все это устроено. Вторая нашивочка – это, собственно, самое средство массовой информации, то есть то, что мы в каком-то смысле называем экраном, или как бы часть, по крайней мере, экрана. То есть это то, что обеспечивает донесение, коммуникацию, прозрачность процесса и все такое. И если вы кандидат на выборах, не писать скорее кандидат, а политика шире. Если вы кандидат на выборах и вы хотите выиграть, то рано или поздно вы начинаете использовать разного рода как бы технологические приемы, будьте здоровы, для того, чтобы привлечь на свою сторону как можно большее количество избирателей. Очень разные. Вы там листовки пишете, там по домам ходите, не знаю, какие-нибудь хитрые ходы придумываете, там пиар-специалиста нанимаете, который вам делает хорошую рекламу, как бы, пользуйтесь как бы всеми средствами, которые у вас есть. Галстук одеваете, если социологи вам сказали, что люди хотят как бы в президенты человека в галстуке, или еще что-нибудь в этом роде. То есть применяйте в том числе как бы технологические приемы, выстраивайте всякие технологические ходы, которые позволят вам, хорошо, конечно, честно, можно вообще не очень честно, но тем не менее завоевать симпатии, то есть завоевать доверие народа и, в общем, победить, знаете, в чем будет выбор. И эта ситуация, которую вот в той теории, которую Владимир Владимирович Москевич выстраивает, называется технология первого поколения. То есть это романтический период, как бы, романтический демократический период, в котором все происходит именно так. В этом смысле, не нужно его излишне романтизировать, то есть политики и кандидаты в этом месте могут быть, в общем, такими же циничными, нечестными, в глубине души, аморальными и так далее. Какими они могут. Они могут привлекать какие-то ресурсы для этого, но тем не менее. И вот эта ситуация при технологии первого поколения, это как идеальная ситуация практически демократического, как бы, представительной демократии, да, то есть того, как реализуется власть большинства, как бы власть народа в представительной демократии. И для нашей страны, то есть даже сказать, для постсоветского пространства, после Советского Союза, когда у нас у всех наступила демократия, у кого-то более осмысленно, на кого-то она свалилась как бы с этого самого, такой период тоже был, но он был очень недолгий. Я сейчас историческую как бы эту формулу не буду сильно много объяснять, если вы заинтересуетесь, вообще этим надо было заинтересоваться. На эту тему как бы есть и хороший текст, целая серия как бы видеолекций, запихнутых в телевизор, как раз, которые можно посмотреть и разобраться более подробно, но тем не менее. Я просто схему попробую вести. И очень быстро в наших странах-соседках, в России и в Украине, вот такая вот ситуация состязательного процесса и при технологии первого поколения, когда каждый кандидат сам за себя кандидат на самом деле, и он на самом деле является тем, кто формирует команду, которая как бы за ним идет, он является носителем целей, идей, как бы программы, всего такого, она очень быстро меняется на ситуацию при технологии второго поколения. Ситуация при технологии второго поколения состоит в том, что за спиной кандидата, то есть как бы за спиной,
появляется фигура, которая называется инвестор. То есть это человек, который имеет свои интересы в управлении страной, не в управлении страной как таковой, а в общем в какой-нибудь сфере. Чаще всего финансовый интерес, который не идет на выборы сам, который не выставляет свою кандидатуру на выборы, который выставляет вместо себя, впереди себя какого-то кандидата, которого можно выбрать уже как бы просто по параметрам, опять же, с галстуком, без галстука, мальчик, девочка, там взрослый, старый, как бы исходя из политической целесообразности, технологической. И в этом смысле как бы процесс остается еще состязательным, но сам кандидат, который идет на выборы, он уже не является самостоятельной фигурой. Он является представителем фигурой в руках человека, который для того, чтобы обеспечить себе какую-то там дальше гешефт, двигает им как бы на этом политическом поле. И ситуация технологий второго поколения – это состязание, политический процесс, состязание, которое происходит не между кандидатами как бы на выборах, а между инвесторами, которые стоят за его спиной. И чаще всего мерение идет как бы ресурсами, мерение идет силой, в принципе, они могут там между собой уже договариваться, то есть весь процесс на самом деле разворачивается здесь. Хотя для публики, для избирателей, для народа и плебса все выглядит по-старому. Здесь есть кандидаты, они выглядят самостоятельно. Мы знаем, что там кто-то им вкладывает в их компанию, но вкладывает, хорошее дело. То есть все как бы не меняется. А сама борьба, сама игра идет здесь. Там, наверное, еще, я не сказала, мне кажется, там важный момент состоит в том, что вот эти нашлепочки, которые сверху нарисованы, это государство и СМИ, если в ситуации политтехнологий первого поколения, это просто инфраструктура для политического процесса, и они как бы обеспечивают пространство для вот этого состязания, да? Или, по крайней мере, так стараются делать, то вот уже во второй ситуации фактически ресурсы государства, частично, могут быть использованы, и ресурсы СМИ могут быть, собственно, этими самыми инвесторами. То есть как бы вот эта ситуация конкуренции, дело не только в том, что в них кто-то там вбухивает деньги, да, а в том, что политическая игра, или разыгрывание, оно идет уже не между, собственно, там, некими группами интересов, да, представленных кандидатов, а между этими структурами, которые должны, в принципе, быть инфраструктурой для выборного процесса. И в этом смысле и это могут быть большие холдинги, медиа туда вкладываться. Меняется, во-первых, ситуация с не только бабло. И ситуация с информацией в этом смысле то, что называется экраном, переорганизуется очень сильно, и тот, у кого больше ресурсов, начинает играть с этими вещами, а там ведь разные ресурсы играют. Да, не только деньгами, как бы это покупается. И роль государства становится иной. То есть если в ситуации политтехнологий первого поколения оно обеспечивает, должно следить и обеспечивает равенство, честность, справедливость, то здесь оно в реальности чаще всего обеспечивает недопущение взрыва. Во-первых, оно может использоваться, лоббировать чьи-то интересы, это в зависимости от расклада, но по большому счету его функция состоит в том, чтобы не допустить, сильного разрыва ситуации, то есть ему нужно удержать целостность, потому что, как правило, те, кто играет в такие игры, они, в общем, достаточно сильны, и для государства важно обеспечить тоже некоторый этот расклад сил. В этом смысле в политтехнологиях второго поколения очень красноречивая и показательная история – это Украина. То есть если посмотреть историю Украины на протяжении долгих лет, то там эти игры, они просто в чистоте, их можно изучать для того, чтобы все это понимать. Но для Беларуси ситуация политтехнологии второго поколения вообще не случилась. А если случилось, то прошла практически ни за ничего. Потому что с выборов 2006 года как минимум, то есть то, про что мы можем уже уверенно говорить, в Беларуси начинают реализовываться политтехнологии третьего поколения. А политтехнологии третьего поколения – это ситуация, когда мы имеем вообще полное сращивание на одной стороне этого процесса. То есть это означает, что
финансовый ресурс, то есть у нас инвестор становится финансовым ресурсом, и ресурс государства, средства массовой информации начинают работать на одну сторону, обеспечивая ее полнотой контроля над ситуацией и полнотой контроля над избирательным процессом. Вот в том анализе, который Владимир Москвичко поделает, там очень много уделено выборам 2006 года и разбирательству, как это все проявляется. И с тех пор, с той поры, технологии третьего поколения — это то, что определяет белорусскую политическую ситуацию. И эта полнота контроля, несмотря на то, что она есть, она не может быть прозрачной, она должна быть скрыта. В принципе, и ситуация политтехнологий второго поколения, и ситуация политтехнологий третьего поколения. Картинка на сцене, ну, в смысле, картинка на экране, то есть то, что должен видеть избиратель, и то, что вообще должно транслироваться вовне. Она должна выглядеть точно так же, как она выглядела в ситуации политтехнологий первого поколения, то есть при нормальном созидательном избирательном процессе. Грубо говоря, в общем, мы не можем сделать безальтернативный выбор. Пока у нас, пусть и своя, Неловко так. пусть и своя белорусская странная, сложная, своим путем идущая демократия, нам нужен избирательный процесс. Да, Нам там нужны всякие выборы. Вот там всякие эти как бы скажут, что такой демократии вообще не бывает. Они так говорят, что не очень бывает, ну а так скажут, вообще не бывает. Соответственно, для того, чтобы это выглядело похоже как бы на вот этот первый этаж, ну как бы тут что-нибудь должно вот... Нет, не тут. Тут его не будет, оно все равно должно... То есть все внимание как бы обращено на то, чтобы вот эти фигуры, которые на первом этаже, схема у меня всегда получается потрясающе красивыми, чтобы вот эти фигуры, которые на первом этаже, на экране, то есть вот на экране общественного сознания, на наших телевизорах, газетах и не только, как бы, а вообще во всем, как бы, что мы можем упереться, выглядели существующими и состязающимися друг с другом. И технологичность, ну и задача и организация как бы, процесса, которая ставится политтехнологам, которые работают в этой системе, состоит в том, чтобы выводить в это пространство, как бы, на эту сторону нужных людей. Нужных людей, которые, с одной стороны, будут управляемыми, не будут самостоятельными, будут делать то, что нужно, по своей воле, ну, в смысле, по договоренности или просто искренне, то есть они будут контролируемы. А с другой стороны, будут настолько привлекательны, чтобы имитация как-то была, в общем, хотя бы более-менее убедительной. Потому что игра должна быть, в общем, красивая, она должна убеждать, она должна возбуждать. И, в общем, люди должны хоть как-то там верить в то, что они живут в демократической стране и участвуют в избирательном процессе, соответственно, управления страной. И вот это понимание и представление о том, как устроена современная политическая реальность в Беларуси, как работают политтехнологии третьего поколения, задает нам вторую проблему, связанную с нашими проблемами выхода на экран, ну и скорее уже вот этим отношением, да, то есть тем, что какие политические силы, какие действующие как бы, субъекты вообще попадают на экран общественного сознания в Беларуси. И мы понимаем, что при таком устройстве выход в эту медийную среду, выход на этот экран для политического субъекта и политической силы, он контролируется и очень сильно ограничен. Потому что для того, чтобы, вот если мы на плацдарме имеем, мы ее имеем время от времени, как бы ситуации противостояния существующей там белорусской власти, то есть теми, кто управляет этим государством, и как бы какими-то иными силами, которые время от времени там как-то консолидируются, становятся более или менее влиятельными, более или менее заметными, как бы, то есть приобретают какой-то вес, и вообще, хотя бы теоретически или потенциально способны вступить как бы в это отношение, то по большому счету все, что нужно сделать для того, чтобы их нейтрализовать, это закрыть им вот эту возможность. То есть
закрытием возможности появления на экране как бы, или подкорректировать образ, который на экране появляется. Да, как бы назвать людей, которые борются за свои права не платить дурацкие налоги, тунеядцами, ну или еще что-нибудь. Я думаю, что вы все примерно себе представляете, как это происходит. И это, ну, как-то вторая важная часть в понимании наших задач и препятствий, которые в работе с экраном возникают. То есть, с одной стороны, это технологическая реальность, а с другой стороны, ну, вот это устройство самой этой медиа-среды, которое тоже там какие-то затруднения вызывает. Ну, наверное, чтобы Давай. там тезисно сказать, да, что фактически политтехнологии третьего поколения – это исключительно экранные технологии. Ну, то есть, если первое и второе предполагают, что ну, эти субъекты, да, вступают, там, заходят от двери к двери, да, то есть вступают в некие, ну, дополнительные отношения, да, там, по-разному, их там покупают, веселят и все такое, то политтехнологии третьего поколения – это исключительно экранные. И вопрос состоит в том, кто будет на экране, ну, в качестве двух, ну, этих самых субъектов, да, и, ну, как бы и выбор, ну, или там возможность людей что-нибудь понять, это управление экраном. Ну вот сейчас эта история как бы очень хорошо разыгрывается в России. То есть, Второй раз. Вообще, не, ну как бы тоже Ну, не первый раз. Навальный был первый раз красивый, Не первый раз, да, но хорошо. вообще как бы Навальный тоже, да? наша версия состоит, ну да, наша версия состоит в том, что, ну как бы это, что называется, российская разработка, просто в Беларуси она как бы начала раньше опробоваться, как очень много что. Вот, а сейчас, в общем, на полном реализуется в России. Ну, есть другая версия по поводу того, что Россия просто перенимает передовой белорусский опыт. И улучшает его возможность, да. В принципе, это, ну, важно, конечно, какая из этих версий правильная. Чье это изобретение? Но, да, сейчас не суть, а вот сейчас ситуация с Собчак, как бы, с, ну, как бы новыми путинскими выборами, она вот в этом смысле просто, я бы сказала, уже пофигиоз вот такого рода политтехнологической реальности и вот этого как бы, ну, экранного, ну, как-то перенесения вообще политической борьбы как бы в имитационную форму, фарсовую уже практически, да, которая исключительно экран. Потому что как бы ничего реального, как бы ни Собчак, ни за Собчак, в общем, нет, и все это прекрасно понимают. И это просто, ну, как бы там чистое выведение фигуры из ниоткуда, делание из нее как бы, ну, вот какого-то там привлекательного, непривлекательного, скандального, разного, привлекающего внимание, сосредотачивающего на себе внимание, сосредотачивающего на себе активность, критику, гнилые помидоры, которые в ней кидают интеллигенты, обсуждение белорусских интеллектуалов по этому поводу, потому что это как бы побочный эффект. И это как бы есть задача. То есть как бы, дело как бы не в том, чтобы, ну, как бы создать какую-то там специальную там позицию или как бы что-то кого-то нейтрализовать. Нет, достаточно просто сформировать как бы достаточно яркую фигуру, которая отвлечет на себя как бы весь общественный интерес, как бы и все, что как бы можно по этому поводу, и разыграть вот эту состязательность. Ну, тут, ну, как бы надо еще два момента ответить в этих, ну, в условиях этих технологий. Да? Первое – это контролируемость ситуации. То есть вот это вот, ну, как бы все это можно изображать, ну, в смысле на экран переносить, если только, ну, как бы там власть или государство контролирует ситуацию и уверенно, ну, в том, кто выиграет. Ну, в смысле, они держат, если они полностью держат все ключевые точки, да, и, в общем, ну, как бы точно знают, что они выигрывают, да, то они могут, ну, как бы вот допускать, ну, вот такого рода театральные представления. Это один момент. Второй момент – это, ну, как бы условие, что все-таки, ну, как бы экран, с которого люди считывают, ну, да, он неоднороден. Ну, в этом смысле он не полностью под контролем. Да, понятно, что существуют так или иначе там какие-нибудь там независимые СМИ, там еще что-нибудь там западное и так далее. И поэтому, ну, как бы тут стоит вопрос в том, чтобы сделать достаточно яркую фигуру, да, ну, яркую, привлекающую внимание. То есть, и вот, ну, наверное, самая большая игра, ну, или там технология, это в том, как бы, кого вывести так, чтобы, ну, чтобы вот всем остальным досталось довольно мало внимания, потому что, ну, как бы их, ну, только что прибить можно. Ну, в общем, это достаточно сложно. Либо, ну, как это действует, их можно дискредитировать сильно.
сильно дискредитируя, и потом, поскольку они ресурсы имеют небольшие, выводят на экран себя, или там своих этих самых, то, в общем, вкладывать средства. При этом это совершенно не обязательно, этот герой, которого выводят, что он там на власть работает. И он может быть искренним, в своих убеждениях, что как бы вот прям поперло ему тут вот. И просто вот он такой классный. Его никто не может остановить. Да, его никто не может остановить, и сейчас он тут свернет горы. Там на самом деле много увлекательного в анализе этих психологических игр, и это та сфера анализа, которой нужно заниматься для того, чтобы понимать некоторые, то, что происходит, в том числе, чтобы понимать, как на это реагировать, да, и как к этому относиться, как относиться к следующим выборам, как относиться к российским выборам, потому что, к сожалению, несмотря на многие наши понимания, я не знаю, мне кажется, что вроде уже ситуация достаточно очевидна, и в нашей стране, и в соседней, но очень много умных, добрых, хороших людей, а по-прежнему пытаются относиться к этому так. Это две такие характеристики нашей ситуации общей, которые задают проблематику работы с экраном сейчас. И раз уж я приглашенный эксперт, я себе позволю еще добавить некоторого такого материала, задающий, мое понимание по поводу, с одной стороны, некоторых характеристик и принципов устройства экрана, которые должны быть для того, чтобы он работал не так, как он работает сейчас, и для того, чтобы он позволял эти все сложные отношения с переносом досочного содержания из организации формирования общественного мнения, о котором мы говорили, когда говорили об общественных дискуссиях, и с адекватным отражением того, что происходит в Госдуме, и несколько характеристик актуальной ситуации уже в таком большем масштабе, чем масштаб Беларуси, в смысле глобальных тенденций, каких-то больших вещей, которые в том числе организуют наше информационное пространство и нашу информационную реальность, кроме, собственно, самих установок характеристик белорусских медиа, о которых я уже много говорила. Я уже боюсь, как бы этого не было бы много. Ладно. Самое главное. Терпите. Самое главное. Сложно главное, потому что, к сожалению, у нас есть сейчас набор пониманий и концептов, которыми мы пользуемся для анализа этой ситуации и организации собственного понимания по поводу того, что делать, но самой концепции, или разработанной теории устройства экрана, экранных технологий, работы с экраном у нас на сегодняшний момент нет. Есть ходы, есть пытки, есть свои инструменты, которыми мы пользуемся, но целостного, хорошего представления, которое можно перевести в стратегию и в рабочий какой-то инструмент, на данный момент, если я совру, там можно поправить, но я бы сказала, что правильно, я бы сказала, что нет. Чего я себе представляю про характеристики, которые должны быть, то есть это как-то должное состояние, то есть то, что должно быть для того, чтобы экран выполнял, медийная среда выполняла те функции, которые мы обозначили как необходимые. Да? То есть первое – это существование лидеров мнений. Лидеров мнений, авторитетов в любом обществе, в каких бы масштабах мы его не рассматривали, от каких-то определенных групп до национальной общности, то есть страны, до глобального масштаба, неважно, в каком масштабе мы рассматриваем, должны существовать лидеры мнений. Несмотря на то, что демократические установки – это необходимый элемент, который вообще имеет возможность задавать повестку,
наводить как бы на общезначимые вопросы, вот кроме того, мнения большинства, формулировать те острые проблемы, которые пока еще большинству как бы ни разу не даны и не явны, интеллектуалы, лидеры мнений — это те люди, которые как бы эту повестку формируют. И для того, чтобы экран выполнял вот эти функции, про которые мы говорили, эти лидеры мнений должны существовать. А второе принципиальное как бы требование — это визуализация экрана для всех. То есть, опять же, для некоторой той общности, про которую мы говорим. Татьяна здесь упоминала про дефрагментацию всякого такого, эти вещи с экраном. Но дело в том, что если мы все-таки, для того, чтобы выполнять вот эти функции как бы общей организации, экран — это все-таки то место, которое должно быть видно всем, то есть, к которому все имеют доступ. С одной стороны, который всем явен, а с другой стороны, это свобода доступа. Ну, то есть обратное отношение. Есть три, наверное, такие важные характеристики, которые касаются того уже устройства, как бы той структуры экрана, которое должно производить что-то с информацией, которая на него попадает. Первое — это то, что экран должен позволять или даже каким-то образом различать мнения и суждения, которые на него попадают. И следующая похожая характеристика — это то, что он должен позволять различать факты и интерпретации. Это очень важные функции, которые связаны с возможностью формирования адекватного восприятия и адекватной дискуссии по поводу важных вопросов. Я думаю, что если вы хоть немножечко следите за информационной войной, развернувшейся сейчас, развернутой как бы там Россией, всем, что связано с эпохой постправды и всеми этими вещами, то вот эти вот вещи, как бы смешение фактов и интерпретаций или фактов и оценок, да, или оценок и интерпретаций, перемешивание как бы мнений и суждений, невозможность отличить компетентность высказывания, невозможность отличить как бы там позиционную эту самую, это то, что создает вот этот информационный хаос, который позволяет очень легко управлять, манипулировать как бы людьми и, в принципе, вообще вызывает самая лучшая реакция или самый лучший эффект, который это вызывает, это вообще отвращение к информации и уход вообще из информационного пространства, потому что все врут. Найти как бы правду совершенно становится невозможно. И это в том числе потому, что вот этот, экраны или медиа, они перестали выполнять, не позволяют вообще как бы сами по себе как бы не несут этой функции, не организованы таким образом, чтобы эти вещи различались. И вся ответственность за все эти операции, она, собственно, ложится на вас. Ну, то есть, как бы просто на человека, который как бы эту информацию покрывает. Больше Ты думаешь, что экран может быть так устроен, чтобы он позволял различать? Я думаю, что Мне кажется, это надо просто перенести на людей эту способность. Ну, потому что, а как он может, Нет, понимаешь, как бы людей как может быть устроен экран так, чтобы он людей Подписывать снизу типа. Ну да. Внимание, факты. Внимание, факты. людей от необходимости как бы это отличать никто, конечно, не избавляет. В смысле, от обязанности, рефлексивного, серьезного, какого-то самого, не отличает. Но сами СМИ, самоустройство как бы информационных потоков, оно тоже может быть устроено так, чтобы это способствовало этому развлечению или не способствовало. Возможность, организация или то, как там делаются как бы общественные дискуссии, общественные обсуждения, которые как бы Соловьев, ток-шоу. Вот не знаю, там можно сравнить как бы ток-шоу Соловьева, тот же выбор каких-нибудь 2000 начала 2000-х годов, как бы, и теперь. Посмотрите как бы на этих два разных Соловьева и на те функции, которые выполняет этот экран. И если в одном режиме как бы, он работал на внесение проверку аргументации, как бы, на выявление оснований суждений. Это не структура экрана, это те самые целевые установки людей, работающих с Вот экраном. интересно, они где? Ну, не в структуре же.
Где? Нет, ну как бы это то, что как бы задает, ну вот организацию, то, что является организацией информационного пространства. Люди, которые как бы организуют информационное пространство, это в том числе журналисты, в том числе редактора, в том числе ведущие ток-шоу, в том числе колумнисты. Как бы это все, кто участвует в производстве этой информации, профессионально участвует, ну в смысле нет. Ну, сейчас вот с социальными медиа, со всеми этими штуками это сложнее, конечно, уже становится различать, но тем не менее. Ну, это как бы элементарные вещи с подачей информации, с там, вот этими фактами, оценками. То есть, ну, это элементарные штуки, которые входят, вот, как по мне, они входят в устройство самого экрана, в устройство самих СМИ, а не просто люди такие. Ну, задачи у них. Остались себе Задачи у них, конечно. Нет, то, что они тоже люди, это да. Не люди, они Но субъекты, как в раз этом не месте политические субъекты, Они как бы люди позиции. Ну, в том же числе, например, те же стандарты по жанрам, например, да, которые сейчас как раз смешиваются и так далее, они как раз были то, что Иван говорит, подписано, там вот это разделение ньюс и Ну, вьюз банально, да. да, это уже типа написано, здесь будет мнение, ну, в смысле, то есть это не новость, ну, они же как раз и Да, проблема это с ними, что они согласна. сейчас кучу смешали. Смотри, жанровая как бы структура такой журналистики, да, или как бы жанровые эти самые. Это, ну, куда это относится? Это же не к людям относится, правильно? Это относится к устройству экрана. И если раньше оно позволяло каким-то образом вводить эти развлечения, а дальше можно было проверять на соответствие норме, да, как бы журналист под видом новостей новости пишет или рассказывает как бы собственную сказку. Потому что в новостях можно было позволить себе одно, а в колумнистике или в авторской колонке можно было позволить себе другое. Сейчас, ну, то есть это как бы всякие технологические штуки, которые такого рода развлечения, мне кажется, полагают в этом. Ну, я бы не загоняла сейчас. Ну и все, наверное, главное. На этом главном я бы остановилась. Еще пару слов о... Вторая пустая часть. Да. Вторая пустая часть, она состоит из того, что нам мешает. Собственно, все, что нам мешает устроить, ну или как бы переустраивать как бы экран таким образом, которым мы хотим. И, наверное, таким лаконичным, хотя, может быть, немножечко метафоричным тезисом про это является то понимание, аналитическое заключение, про то, что медиа в нашем мире превратились, ну, процессы идут так, что медиа все больше становится средой. Та информационная, медийная среда, в которой мы живем, она действительно становится средой, то есть чем-то очень плохо структурируемым, управляемым, и все процессы, которые как бы про это есть, они идут туда. Я, наверное, сейчас опущу некоторые вещи, которые связаны как раз с людьми, потому что про это тоже важно, но мы уже не успеем. Собственно, ну, просто как бы очень очевидные, понятные и глобальные тенденции, которые сейчас эту средовость как бы задают. То есть это, во-первых, размножение я скажу экранов, но в общем понятно, что средств информации и коммуникации, то есть это интернет, который нам много дал в этом смысле, ну и еще как отдельный элемент это социальные сети, которые, ну и все, что как бы связано с этим, мессенджеры, вся вот эта вот красота, которая вообще, ну как это, распылили и размыли как бы структуру, ну, как бы информационную структуру, как бы медийную, до того, что сейчас в данный момент она, ну как это, не то, что неуправляема как бы с какой-нибудь одной точки зрения, но вообще как бы ее даже проанализировать как бы долго тяжело и понять, как бы, что к чему относится. Я думаю, что вы про это были не знаете. Ну и вторая, как бы еще тоже это важная как бы тема и проблема, которая сейчас по этому поводу обсуждается. Ну, а это означает фрагментацию экрана, причем очень серьезно. И то, что из этого происходит, как бы живет, второй эффект, это тоже сейчас об этом не говорят, информационные пузыри и власть алгоритмов. Связанная с тем,
как сейчас развиваются интернет-технологии уже, ну а еще будет большое количество, ну как бы и в будущем все большее количество нашего экранного пространства, оно будет как бы в интернете. И интернет-технологии сейчас развиваются таким образом, что одним из главных священных коров, как бы и главных двигателей этого процесса становится таргетинг. То есть то, что делает вашу жизнь удобнее, лучше, интереснее. То есть все те технологии, которые угадывают ваши мысли, ваши желания, ваши предпочтения. И в результате ваш первый вход в интернет становится для вас окончательным, потому что, входя как бы в сеть и начиная там действовать, вы оставляете следы, интернет считает дальше по этим следам и формирует ваше пространство максимально удобным для вас, по его мнению, образом. Таким образом, каким вы туда зашли, таким вы и останетесь. Шансов на изменение у вас нет. Но это, конечно, это очень быстрая антиутопия, но тем не менее эти технологии, механизмы работают сейчас как бы уже достаточно сильно продвинуты, и в результате мы попадаем в замкнутый круг коммуникаций, общаемся в удобном для нас пространстве, не потому что мы как бы не хотим проблемы, не хотим знать про другое, а потому что как бы оно таким образом формируется. И не получаем как бы, ну, вот это там возможности выхода из него. Вот в таких веселых обстоятельствах, в таких веселых обстоятельствах, ну, много еще есть разных обстоятельств, не расскажу я уже про них, стоят, ну, или становятся, или остаются как бы задачи для организации и визуализации экранной интеллектуальной работы, которые по-прежнему никуда не деваются. Ну и, собственно, преодоление или разрушение как бы вот этих политтехнологических как бы вещей, ну, то есть, не знаю, противостояние, опять же, нахождение в экранных технологиях каких-то новшеств, которые позволяют, ну, как бы пробить эту штуку. Все. Уложилась. Вопросы? Я старалась. Смотри, 20:00. Мне кажется, ты драматизируешь все-таки насчет Да. алгоритмов власти. Конечно. Но я не драматизирую. Я не думаю, что это, ну, как-то безнадежно и так все кончится. Но то, что это как бы работает уже сейчас, и то, что если как бы этому не будет противодействовать, оно будет работать все больше, Иванка, ну, с этим как бы трудно Но спорить. оно работает, но не совсем так. То есть вот, человек, зайдя на Википедию, он потом может попутно прочитать еще штук 10 статей, которые, ну, как бы чисто по ссылочкам пошел. Ну, то есть, или точно так же на YouTube там начал что-то смотреть, там какие-то рекомендации, пошел, там комменты и так далее. И как бы, ну, люди все-таки не совсем такие вот сидят как бы на стуле, и все, что ему выводят, он как бы как типа в пузыре. А он все-таки как червячок такой, который путешествует по собственному траектории. можно подумать, эти ссылочки, они как бы откуда-то сами собой берутся, а они Нет, ну, гипертекст так устроен. Как бы, ну, то есть человек, который там пишет статью, он ссылается туда. Я не буду с тобой спорить, что особенно если ты еще как бы имеешь сознательные установки по этому поводу, то победить интернет как бы, ну, возможно. Если ты имеешь как бы там любознательность, как бы победить интернет возможно. Понятно, что это как бы не на 100% ограничивает твою свободу и делает тебя интернет-зоной. Но я не знаю, на сколько процентов тебе достаточно, чтобы назвать это драматичным эффектом. И здесь как бы важно, для меня здесь важнее даже не то, что это как бы тотальная или не тотальная власть, а то, каким образом она может, ну, как бы преодолеваться и каким образом мы можем организовать как-то управляемую реакцию там, по сопротивлению этому, или как бы по, ну, не знаю, там, внесению своего. Ну, вот я не знаю, мне кажется, что как бы установка там типа на сопротивление, там ограничения, ну, вот это почти как бы плюс против ветра в этом месте, да. Но вот в чем, ну, как бы, в чем есть проблема? Не в смысле драматизма, да, а проблемы, ну, практической, да, там, деятельностной проблемы. Она состоит в том, что если, ну, как бы там 90-е, начало 2000-х и так далее, мы могли себе представить технологически, да, ну, там, могли как бы процесс. Каким образом? Там, при наличии ресурсов там, и так далее, да, ты можешь, ну, не знаю, что-то выводить на этот экран, который, ну, более или менее охватывает там, страну. Да, Критически нужное количество людей. И это телевизор. Ну, в смысле, там,
особенно если это касается белорусских проблем, то это белорусский телевизор, и там уже вопрос, как до него дорваться, как там упаковать это содержание, там есть одни вопросы. Да? Сейчас, когда структура экрана меняется, то как бы возникают вопросы, а как там, можно донести какие-то вещи, которые, как бы, когда этот экранчик, теперь это фасеточный, в смысле, он состоит из многих. И просто тут вопрос другого рода технологий, да, другого рода подходов. И понятно, что их уже осваивают все, кто их осваивает. И как бы и проблема сложности того содержания, которое, например, нужно перенести, она стоит также, но теперь на другом материале. То есть мы не успели там придумать и реализовать, как это можно было. А теперь у нас как бы другая структура. И да. То есть дело не драматизм, что все, капец, мы тут это, все в пузырях, и это, а непонятно, в общем, как с этими пузырями работать. За каждым бегать с пузырем, проциркивать его, или что. Просто раньше коммуникационные пузыри были естественные. Да. Твой круг общения, как бы живого общения, он и есть твой пузырь. Но сейчас они стали виртуальны. То есть, по сути, вообще ничего не поменялось. Но если говорить, что, скажем так, уже ставить собой задачу попасть в QLED, в этот пузырь, то та же технология таргетинга, будь у тебя бабло, ты как бы просто покупаешь таргетинговую рекламу и как бы бомбишь, выбирая, на кого ты хочешь повоздействовать, и нужное количество раз его поливаешь там своим месседжем. Было бы бабло, что называется. Вроде бы да, но если мы себе представляем, что у нас разного вида материал должен быть представлен, разного вида, да, не просто там, не знаю, образ какой-нибудь, который будет появляться а там что-то разное, потому что все же, экран, опять же, не только телевизор, не только компьютер, да, это там, не знаю, круг чтения, и очень много чего. То, в общем, то есть тут стоят вопросы не в том, что это просто найти там бабла и это самое, а там упаковки, синхронности этого продвижения и так далее. Раньше была задача захватить телеграф, дальше вопрос, что ты будешь вещать вообще на телеграф. А теперь что задача захватить? А сейчас налить ресурсы, чтобы, собственно, захватить какую-то часть этого сеточного экрана. То есть если так эти все задачи, они уже давно, скажем, решались, и мне кажется, можно просто посмотреть, как решаются брендами. То есть бренды ведут войну, не прекращающуюся за свою эту паству. Да? То есть, и они в этой, если на Западе живут в фасеточном экране уже давно, там множество каналов, там множество газет, то есть, которые, с разными собственниками. И их задача свой ресурс как-то правильно распределить, чтобы попасть в свою аудиторию для начала. Нужное количество раз на них повоздействовать, внушить им, что Кока-Кола это весело и вкусно. И все, и дальше ты строишь коммуникацию постоянную, продолжительную с этой аудиторией, закидывая им месседж. То есть, технологически это, я бы сказал, уже продумано, реализовано, и, собственно, в этом всем уже живет Запад. Есть некоторые нюансы, это из того, что рисовали в предыдущей схеме, там для возникновения какого-то процесса общественного обсуждения предполагается возможность увидеть несколько позиций одновременно и их обсуждать. А то, что ты говоришь про бренды, ничем не отличается от технологий, только коммерческих, да, то есть вкидывание одного месседжа и удерживание на нем и в одной картинке. И это совершенно разные вещи. Я бы, конечно, хотела иметь столько денег, чтобы дать тебе их, и чтобы ты проверил, продается ли нельзя. Разное, но только в том, что сейчас... Продаются ли ценности точно так же, как Кока-Кола. Сейчас, условно, власть над этим кубом захвачена одним субъектом, из этих трех вещей, и, соответственно, если мы в позиции революционеров, то мы должны ставить перед собой задачи, соизмеримые с нашими ресурсами. Да? То есть, мы не можем весь куб захватить, весь экран, весь плацдарм. Более того, Татьяна права, что и эта сила не владеет всем экраном сейчас, потому что всем экраном сейчас владеть невозможно. Она владеет какой-то критической мощностью, которая позволяет удерживать контроль.
Соответственно, задача того, кто пытается как это силу победить, придумать некую стратегию. Ну, так и мы, да. В этом и задача. В этом и задача. Осталось только придумать. Задача понятна. Ну что? Какая следующая Да. говорить? Значит, смотрите, у нас 13-го, да, следующая среда не будет занятия, а будет через 20-го. 20-го, и оно у нас как бы последнее, правильно? Да, итоговое. Мы, конечно, это тут немножко затянули, но мы вот, у нас есть несколько разных вариантов, мы можем поговорить про университет. Еще, план у нас был такой, про университет, и у нас еще была такая, идея немножко вернуться, мы вначале задавали некие общие представления о том, о способе изменений. И вот последние наши, последнего года рассуждения, они связаны с некоторым изменением типа, я не знаю, как это сказать, структуры, общественной структуры, структуры изменений. Вот я назову это с программы проектного на инновационную. И, можно попробовать обсудить вот это вот, а что это меняет в ходах, в действиях. Поэтому вот на выбор можно две темы, или мы можем, наверное, мы уже 27-го точно не соберемся, да? Да, 27-го у нас, новогодняя вечеринка планируется. Да, сразу приглашайте. Мы еще разошлем приглашение. Вот, тогда вот что важнее и интереснее? Университет. Так. Университет. Хорошо, давайте университет, и мы можем, подумать, в принципе, можем еще как бы там придумать в какой-нибудь день встретиться, и обсудить, в общем, какое-то общее отношение. В смысле, вне графика, если будет желание.